Виктория Токарева и повест из жизни милионеров. Виктория Самойловна Токарева родилась 20 ноября 1937 года в Ленинграде. Ее семья жила в скромных условиях в однокомнатной квартире. Ранние годы, проведенные в Ленинграде, а затем в эвакуации, научили ее наблюдательности и вниманию к деталям. По семейным преданиям, любовь к литературе проснулась в ней после того, как мать читала ей рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Она получила музыкальное образование, окончив Ленинградское музыкальное училище по классу фортепиано. Ее произведения отличаются глубоким психологизмом, тонким юмором и вниманием к деталям повседневной жизни. Она мастерски изображает сложные человеческие отношения, особенно женские характеры. Помимо прозы, Токарева известна как сценарист. Пережитые трудности развили в ней эмпатию и способность сопереживать другим людям. Это отразилось в ее произведениях, где она с пониманием относится к своим персонажам, даже к тем, кто совершает ошибки. Виктория Токарева – значимая фигура в российской литературе и кинематографе, чьи произведения продолжают радовать и вдохновлять читателей и зрителей. Токарева использует простой и понятный язык, что делает ее произведения доступными для широкой аудитории. Основные темы ее творчества – это человеческие отношения, любовь, поиск счастья, женская судьба и влияние денег на жизнь людей. Несколько из ее наград – это именно Орден Знак почета, Международная российско-итальянская литературная премия «Москва Пенни», приз Каннского кинофестиваля за вклад в литературу и кино, Орден за заслуги в культуре и искусстве. И жизни миллионеров. Повесть «Из жизни миллионеров» рассказывает историю нескольких женщин, чьи жизни переплетаются благодаря деньгам и влиянию богатого мужчины. Токарева исследует, как богатство влияет на отношения, счастье и самооценку. Она показывает, что деньги не гарантируют счастье, а иногда даже усложняют жизнь. Персонажи. Морис – сложный и противоречивый персонаж, сочетающий в себе щедрость и эгоизм. Он состоятельный мужчина. Ему 63 года, обладающий властью и влиянием. Он окружен женщинами, каждая из которых ищет в нем что-то свое. Мадлен. Мадлен – жена Мориса. Она олицетворяет собой образ жены-миллионера. Мадлен сталкивается с изменами мужа и пытается сохранить свое положение. Она вынуждена мириться с тем, что у ее мужа есть любовница. Софи Этиоп. Софи – любовница Мориса. Она воплощает собой образ молодой и привлекательной женщины, стремящейся к материальному благополучию. Она пытается занять место жены Мориса. Настя. Она может олицетворять собой образ женщины, ищущей не только материального благополучия, но и любви. Она ищет в отношениях с Морисом что-то больше, чем просто деньги. Настя является одной из тех, кто приходит к осознанию того, что деньги не могут купить счастье и любовь. Ключевые моменты в их взаимоотношениях. Власть и зависимость. Морис обладает властью над женщинами, которые от него зависят. Эта зависимость проявляется в различных формах – материальной, эмоциональной, социальной. Любовь и предательство. В повести исследуются сложные и противоречивые чувства, такие как любовь, ревность и предательство. Женщины борются за внимание Мориса, что приводит к конфликтам и интригам. Поиск счастья. Каждый из персонажей ищет свое счастье, но их поиски часто приводят к разочарованию. Токарева показывает, что деньги не гарантируют счастье, а истинные ценности находятся в человеческих отношениях. Умозаключение автора. Уметь оценить ситуацию и себя в ситуации значит никогда не оказаться в смешном положении. Спасибо за внимание.